خفافيش الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Всем вам известно, что Аллах Субхану ва Тааля не сотворил нас напрасно, не сотворил нас бесцельно. И далек Аллах от того, чтобы делать что-то бесцельно и делать что-то просто так. Ибо Он совершенный, и Он премудрый, Субхану ва Тааля. И людей и джиннов Аллах Субхану ва Тааля создал для того, чтобы они поклонялись Ему. И сказал Субхану: «Ва ма халактуль джинна вал инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне одному. Ибн Аббас говорит, ради Аллаху та'аля анхума: «Куллю ибадатин фил Кур'ан таухид». Каждая ибада в Коране это таухид. То есть, если Аллах приказывает в Коране ибада, это означает, что Он приказывает таухид. Как в этом аяте из суры Зарият, который мы сейчас с вами упомянули: «Вама халактуль джинна вал инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они Мне поклонялись. Некоторые говорят, те, которые совершают ширк: хорошо, мы поклоняемся Аллаху, но наряду с Аллахом еще кому-то, взываем еще к кому-то. Мы говорим то, что сказал Ибн Аббас. Если сказано «илля лиябудун», только для того, что поклонялись Мне, поклонялись, что значит? Каждое поклонялись в Коране, это что? Поклоняйтесь, это таухид. То есть «илля лиюахидун», только для того, чтобы они исповедовали таухид, только для того, чтобы они поклонялись Мне. Понятно это? Поэтому если мы видим в Коране приказ Аллаха поклоняться Ему, «у'будуллах», это что значит «у'будуллах»? Это значит таухид, поклоняйтесь только Аллаху Субхану ва Тааля. «Я айюханнас у'буду раббакум», о люди, поклоняйтесь вашему Господу. Что это значит? Мушрики тоже поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля. Разве курайшиты здесь не поклонялись Аллаху? Поклонялись Аллаху. Они выполнили приказ Аллаха: «У'буду раббакум», поклоняйтесь вашему Господу. Нет, потому что мы сказали «У'буду раббакум», всякая ибада в Коране означает таухид, только Аллах Субхану ва Тааля, и отречься от ширка. Итак, цель наша прихода в этот мир — поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Если кто-то возьмет телефон, какой из них самый дорогой? Вот этот большой, наверное, да? Возьмет этот телефон и начнет копать этим телефоном землю. Или забивать этим телефоном гвозди. Что скажете вы про этого человека? Скажете маджнун, скажете человек сошел с ума. Это всего лишь телефон, который стоит, может быть, и дорого, но все равно ничто по сравнению с жизнью человека. А что теперь сказать про человека, который жизнь свою, душу свою, которую дал ему Аллах Субхану ва Тааля, это время в этом мире, которое даровал ему Аллах, использует не для той цели, для которой это предназначено. Телефон предназначен для того, чтобы звонить при помощи него, человек забивает гвозди. А жизнь твоя предназначена для того, чтобы ты поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля. Вместо этого ты занимаешься другими делами, и ты отвлечен, отстранен, ты отвернулся от цели, ради которой создан. Что скажешь про такого человека? Итак, мы созданы для поклонения только Аллаху Субхану ва Тааля. Что такое ибада? Что такое поклонение Аллаху? Что такое ибада? Мы говорим ибада имеет два значения. В широком смысле ибада. Что это значит? Это значит тазаллю лиллах. Там. Это полное смирение, самоуничижение перед Аллахом. Полное смирение, самоуничижение перед Аллахом. Бит-та'зими там. Ва биль-хубби там. Через посредством полного, совершенного возвеличивания Аллаха и полной совершенной любви к Аллаху. Делая то, что Он приказал, и оставляя то, что Он запретил. Вот это вот есть ибада. Если вас спросят, что такое ибада, вы скажете это, иншаллаху та'аля. Теперь слово ибада применяется конкретным каким-то деянием. Намаз – ибада, пост, сум – ибада, хадж – ибада. Значит, теперь конкретные деяния, посредством которых человек поклоняется, тоже называются ибадаты. И здесь мы применяем то определение, которое дал шейх ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Он сказал, что ибада это... Да, это все то, что любит и чем доволен Аллах Субхану ва Тааля из слов и деяний. Из слов и деяний. Итак, у нас есть ибада общая и ибада что?
частное. Хорошо? Итак, общая ибада получается, что такое, когда говорит поклоняйтесь Аллаху, это значит полное смирение и самоуничижение перед Аллахом, с полной любовью к Нему и с полным возвеличиванием Его, выполняя то, что Он приказал, и оставляя то, что Он запретил, делая вот эти вот деяния, ибадаты, то есть все слова и действия, которыми доволен Аллах и которые любит Аллах Субхану ва Тааля. Итак, мы сказали, что ибада на чем строится? На любви и возвеличивании. Мы сказали с вами смирение перед Аллахом через полную любовь и полное возвеличивание. Та'зим аль-хуб. И вот этот вот хуб, любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, это самое главное. Это голова в вашем поклонении, любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Заблудшие отрицают у Аллаха Субхану ва Тааля атрибут любовь. И отрицают возможность любить Аллаха. Говорят, Аллах, Он не любит, у Него нет любви и не может быть любим, потому что это не творение, чтобы любить или быть любимым. Поэтому эти заблудшие, это ахлюль калам, и философы, и мутакаллимы, и прочие, поэтому у них такие жесткие сердца. Му'тазилиты и им подобное. Поэтому у них такие жесткие сердца, потому что они отрицают любовь, что у Аллаха есть любовь. У Аллаха Субхану ва Тааля его имя Аль-Вадуд. Аль-Вадуд – это тот, которого любят, и тот, который любит Субхану ва Тааля. Поэтому наша с вами цель, дорогие братья, поклоняться Аллаху, а значит любить Аллаха Субхану ва Тааля. Прежде всего. Во главе всего стоит любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. И, конечно же, должна быть, что? Должны быть страх и должно быть возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому наша с вами жизнь – это путь. Это путь к достижению любви Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому говорили предшественники, «Лейса шанан тухиб, а шанан тухаб». Дело не в том, что ты будешь любить, а чтобы тебя любил Аллах. Хорошо? То есть, заявлять «я люблю Аллаха» – это полдела. Самое главное – достичь любви Аллаха Субхану ва Тааля, делая то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля, следуя пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, наш путь – это путь в этой жизни. К чему? К тому, чтобы достичь довольства Аллаха и любви Аллаха. И высшее довольство Аллаха верующие увидят где? Увидят в том мире, в раю. Увидят в раю. Рай – это не только сотворенные наслаждения. Если кто-то хочет рая только из-за сотворенных наслаждений, которые там есть. Какие там сотворенные наслаждения? Сразу все начинают с гури. Молодежь начинает с гури. Да. Хорошо, там есть чистые жены для человека, там есть фрукты, там есть всякие яства, питье. И то, что даже не приходило на ум человека. Это сотворенное наслаждение. Но есть еще выше. Это что? Это довольство Аллаха Субхану ва Тааля, ва ридвану Аллахи акбар, а довольство Аллаха выше. Находиться в садах, блаженство Аллаха Субхану ва Тааля в Его довольстве, в близости к Нему. Вот близость к Нему – это самое главное в раю. И возможность видеть Аллаха Субхану ва Тааля в раю – это самое главное, это самая главная цель. Поэтому наш путь к Аллаху Субхану ва Тааля. И пусть Аллах Субхану ва Тааля позволит дойти до конца этого пути, позволит достичь Его довольства и любви Его, Субхану ва Тааля, и близости к Нему. А это путь непростой. Путь непростой. Путь к раю, он окружен сложностью. И на этом пути к раю, на этом пути, когда мы говорим рай, мы имеем в виду, прежде всего, довольство Аллаха, любовь Аллаха, Субхану ва Тааля, близость к Нему, вечной жизни. Алейкум ассалам. На этом пути есть преграды. Мы должны с вами знать эти преграды, о которых рассказывают уляма, основываясь на Коране и Сунне, чтобы нам преодолеть эти преграды, чтобы знать, как поступать в каждом случае. Этих преград их несколько. И давайте поговорим об этих преградах, иншаллаху та'аля, кратко.